Павел Танк, Курмет Экранендер. Доброе утро, уважаемые зрители. Сегодняшний наш прямой эфир на тему применения контрольно-кассовой машины. Спикером является Кузенбаев Донат Маратович, главный эксперт Управления государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Сейчас я передам ему слово, и он начнет свою тему. Здравствуйте. Можете начинать. На территории Республики Казахстан все денежные взаимосчеты должны производиться с обязательным применением контрольной кассовой машины и с обязательной выдачей чека. Чек может быть выдан в электронной форме, либо в бумажной форме. Денежным расчетом у нас признается оплата за товары, работу, услуг посредством банковской карты, наличными деньгами, а также мобильным платежом. Под мобильным платежом мы подразумеваем, согласно закону о платежах и платежных системах, это безналичный платеж, инициированный в пользу ИП или юрлица, занимающихся частной практикой лица, также через мобильное приложение банка второго уровня или с применением штрихового кода, или, как нам проще всем знать, QR-кода. Также у нас есть торговые автоматы, аппараты оказания услуг, они также должны быть в обязательном порядке снабжены контрольной кассовой машиной и выдавать чеки контрольной кассовой машины. То есть, чтобы подытожить, у нас в обязательном порядке при наличной оплате через посттерминал, через QR и через оплату карты должно быть в обязательном порядке выдача чека ККМ и применение ККМ. Если же идет взаиморасчет с текущего банковского счета на текущий банковский счет, тогда применение ККМ не требуется. В таком случае чек не выдается. То есть, например, сейчас у нас многие знают, что есть банковские приложения, где есть оплата через вкладки платежи или оплата через выставление удаленного счета. В таком случае взаиморасчет идет с текущего счета на текущий счет, соответственно, не применяется контрольная кассовая машина. Если же оплата идет через какой-то marketplace, где в обязательном порядке вводятся реквизиты карточки, шестизначный код, фамилия, имя бенефициара, то есть в таком случае обязательно выдается чек контрольной кассовой машины самим маркетплейсом. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот то, что выбивается в чеке, да, реквизиты все, они идут на двух языках, да, правильно? В настоящее время проводится работа, практически уже завершена, по переводу чеков на два языка одновременно. Понятно. Также хотелось бы отметить, что с 1 января 2024 года внесены изменения в налоговый кодекс в части обязанности по хранению чеков аннулирования, чеков возврата, сменных отчетов на бумажном носителе в течение 5 лет. Данная норма остается только для контрольно-кассовых машин, которые не являются онлайн-кассовыми машинами. Хорошо. Что еще вы хотели бы зрителям рассказать? Основное только то, что в каких случаях мы выдаем чеки. В каких случаях, да? Да. А если за невыдачу чека, что грозит? В случае невыдачи чека и неприменения ККМ у нас в первый раз идет предупреждение. В случае повторности в течение года предусмотрен административный штраф. А в какой сумме, в каком МРП? От 10 до 45 МРП. А какие-то пилоты присутствуют в настоящее время? В настоящее время пилотов нету. Понятно. Спасибо большое. Сейчас мы просмотрим, есть ли у нас вопросы. Я начну вам задавать их. Вы можете пока еще что-то добавить или повторить, какие есть, значит, правила при выдаче чеков, какая статья регламентирована налоговым кодексом? Основные у нас регламентация идет статьями 165-169. Все чеки, все контрольно-кассовые машины должны быть в обязательном порядке поставлены на учет в налоговых органах. Заявление на постановку на учет подается через оператора фискальных данных. Таком, да? Да. Значит, здесь вот поступил вопрос, сейчас мы его зачитаем. Если контрольно-кассовая машина, есть Каспий QR, можно не пользоваться? В контрольно-кассовой машине есть Каспий QR. Да. Есть вот интеграция. В таком случае контрольно-кассовая машина должна в автоматическом режиме сразу формировать чек после принятия оплаты. И в таком случае, то есть он автоматом выдает сам чек, если есть интеграция. Если есть, да, интеграция, чтобы правильно понимали. Далее, следующий вопрос. Если онлайн ККМ, можно вообще не хранить Z-отчеты? Если онлайн ККМ, да, с этого года можно не хранить Z-отчеты, потому что они в автоматическом режиме через сайт ОФД поступают в информационную систему органов госдоходов. А какие-то изменения в этом году были вот именно по контрольно-кассовой машине? С этого года были
внесены изменения в приказ 208. Также мы дополнили реквизиты чеков контрольно-кассовых машин в части обязательного указания дополнительных реквизитов. Понятно. Итак, следующий вопрос. Если онлайн ККМ при возврате, как поступить? При возврате, то есть Да. возврат производится с учетом технических особенностей самой кассы. Для этого необходимо просмотреть инструкцию самой контрольной кассовой машины и произвести возвратный чек, выдать. Возврат у нас, согласно закону о защите прав потребителей, выдается до истечения 14 дней. Спасибо. Далее следующий вопрос. Есть ли отличие чека, если проведено картой или мобильным QR? В прошлом году мы проводили работу по переходу на протокол 2.0.2. В рамках протокола 2.0.2 есть возможность выбора типа оплаты, это наличные, банковская карта и мобильный платеж. То есть при оплате QR в обязательном варианте выбирается мобильный платеж. Мобильный платеж. Здесь такой вот вопрос поступает. По патенту, если работает, нужен ли кассовый аппарат? Нет, если вы работаете в данном режиме, контрольная кассовая машина здесь не необходима, не нужна, значит. Применять вы ее можете не применять. Совершенно верно? Если не применяется денежный взаимосчет, то нет. Да. В любом случае, если денежный взаимосчет есть, то применяется контрольная кассовая машина. Далее. Сейчас, минуточку. Здравствуйте. А отчеты, которые до 2024 года были, тоже можно выбросить? Здесь я не могу вам ничего сказать, потому что отчетность это как бы налоговое обязательство, да? налоговое обязательство. И туда я не знаю, какие изменения. Я могу сказать, что вот только в части контрольно-кассовой машины, что внесены изменения с 1 января. И сменные отчеты, чеки возвратов, чеки аннулирования, их хранить не надо с этого года. Их хранить не нужно. Не Здесь, нужно. значит, вопрос был касательно чеков. Для онлайн ККМ именно их. Именно для онлайн ККМ. Хорошо. Здесь вопрос задали. А что за дополнительные реквизиты? Дополнительные реквизиты это вот тип платежа, если это применяется мобильный платеж, там может быть дополнительные какие-то данные по самому мобильному платежу, например, такие как номер терминала, или также вы можете выбрать, например, какую-то рекламную информацию. Это все делается, технически есть возможность у кассовой машины дополнительно ввести такие реквизиты. Так, следующий вопрос. Если на мобильном приложении, нужен ли отрывать Каспи Пэй и Каспи Кассу? Мобильное приложение eSalon Business. Если мобильное приложение eSalon Business, тогда у данного мобильного приложения есть возможность выдавать фискальные чеки, то есть в самом приложении. Да, электронно, правильно? Электронно, да. Тогда применение ККМ не требуется. Не требуется, да. Далее. То есть если у нас есть статья 166, пункт 2, где конкретно регламентировано, кто не применяет контрольные кассовые машины. Это физические лица, нотариусы, лица, занимающиеся частной практикой, нотариусы, ЧСИ, медиаторы, а также лица, которые применяют специальное мобильное приложение eSalon Business. Здесь вот такой вопрос еще поступил. Как указывать предоплату в ресторане, если неизвестно, что будет заказывать? Смотрите, как правило, мы выдаем чек, когда идет полный взаиморасчет. Соответственно, при полном взаиморасчете тогда можно уже выдать полный чек на полную сумму. Предоплату же можно оформить, например, согласно закону о бухгалтерском учете, есть иные документы, подтверждающие факт взаиморасчета, такие как, например, квитанция, приход на кассовому отделу. А при полном поступлении оплаты уже 100% выдать чек на всю сумму. На всю сумму, да? Спасибо. Далее, какая ответственность предусмотрена, если QR выбивали как оплату картой? Пока у нас не предусмотрена адом ответственность за, то есть, неправильный выбор именно типа платежа. Нет, да. такой, У нас есть адом ответственность в случае невыдачи чека, либо неприменения ККМ. Далее, следующий вопрос. От Каспи QR можно отказаться? Смотрите, у нас есть постановление правительства, в рамках которого утверждены виды деятельности, которые в обязательном порядке должны применять посттерминал. По сути, Каспи QR это тот же посттерминал, то есть и здесь необходимо смотреть по виду деятельности. Если в обязательном порядке должен присутствовать
посттерминал, тогда уже вы не можете отказаться, уже необходимо в обязательном порядке применять его. Применять его, да? Да. Далее. Это важный вопрос. Есть ли в планах отменить применение ККМ при приеме платежа QR? Ведь фиксируется, кто оплатил через QR. Смотрите, QR, да, по сути, это такая же оплата наличными денежными средствами. То есть мы оплачиваем через приложение, через QR, данные наши приложения подвязаны к нашей карте. Соответственно, карта тоже в какой-то степени является, то есть просто оплата идет через QR. По сути, это та же самая карта. Поэтому в настоящее время не планируется, такая работа не проводится. Также хотелось бы отметить, что бывают случаи, когда налогоплательщик не выбивает чек, то есть он принял оплату QR, но не выбил чек. И в дальнейшем у него выходит расхождение. Чтобы этого избежать, необходимо именно всегда после принятия оплаты QR выбивать чек контрольной кассовой машины. Понятно. Далее следующий вопрос. Если клиент выбил неправильно вид платежа, какое будет наказание? Ну, на этот вопрос я уже отвечал, наказание отсутствует. Если выставили счет через Каспий, чек не выбиваем? Нет, чек не выбивается. Как я ранее уже отметил, при взаиморасчете с текущего банковского счета на текущий банковский счет контрольная кассовая машина не применяется. В данном случае при выставлении удаленной оплаты также используется текущий взаиморасчет идет с текущего банковского счета, не с карты. Поэтому здесь чек не обязательно. Но также хотелось бы отметить, что согласно защите прав потребителей у нас есть обязательство